Не хотел становиться военнослужащим, поэтому стал подсудимым. В Советском районном суде Казани вынесли приговор 20-летнему молодому человеку, который уклонялся от призыва в армию, не имея на то законных оснований. Подсудимый во всем сознался и заявил, что просто не хочет служить. Чем это для него обернулось, знает Слават Мухаммадулин. На скамье подсудимых 20-летний Илья Ванюгин. На ней он оказался не по своей воле, но из-за своего же нежелания, согласно закону, становиться военнослужащим. По материалам дела, после достижения совершеннолетия парень уклонялся от прохождения военной службы на протяжении 2 призывов. Судом установлено, что призывнику с октября 2018 года по июль 2019 года под роспись в военном комиссариате города Казани неоднократно вручались повестки для явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. На суде парень признался, что действительно получал повестки и даже проходил медосмотр после того, как к нему домой пришли сотрудники военкомата. Тогда молодого человека признали годным для службы, и он должен был отправиться в армию. Но в назначенное время Илья Ванюгин вновь не пришел на призывной пункт. Тогда же в отношении него возбудили уголовное дело. Советским районным судом города Казани рассмотрено уголовное дело в отношении Ванюгина Ильи Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Государственное обвинение просило назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал свою вину и объяснил, что в армии служить просто не хочет. О законных оснований для отсрочек или освобождения от призыва у него нет. В итоге суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей. Призывник Ванюгин свою вину осознал в полном объеме. Суд принял решение. Хочу предупредить призывников, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом, и их родителей, что данная работа будет продолжена, и все будут привлечены к ответственности согласно законодательству. По закону в армию с судимостью не берут, поэтому в ближайшее время солдатом Илья Ванюгин точно не станет, даже если захочет. Правда, есть одно но. Когда судимость будет погашена, его могут вновь призвать в вооруженные силы. По таким преступлениям судимость гасится через год.